Назад в СССР? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое предложение сделали страны Центральной Азии. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. Центральная Азия формирует новую атмосферу сотрудничества и генерирует новые ответы на вызовы. На одной чаше весов полыхающий Афганистан. Последствия пандемии. На другой – взаимная поддержка, более тесная кооперация. Что перевесит? Страны Центральной Азии и Россия могли бы создать общее энергетическое пространство в регионе, как в СССР. Об этом пишет газета «Коммерсант». Об этом заявил глава агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, управляющий Международным финансовым центром Астана Кайрат Келимбетов. По его словам, общее энергетическое пространство позволило бы странам устранить сезонный дефицит электроэнергии. Я считаю, что сейчас очень важно построить энергетическое пространство Казахстан, Центральная Азия, Россия. В советское время все это была единая энергосистема, и ее нужно восстановить, заявил Келимбетов. Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, вопреки мнению скептиков, показывает: региональное сотрудничество может быть эффективным. Он пояснил, что подобная общая система могла бы позволить решить вопросы временных сезонных дефицитов энергии и правильного управления ресурсами. Мощный импульс региональной кооперации придает формат консультативных встреч лидеров стран региона. По заявлению председателя казахского агентства, задача создания энергетического консорциума Центральноазиатского региона стоит на повестке уже давно. А как вы относитесь к такой идее? И вам не страшно, что мы таким образом вернемся к СССР? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Лидеры стран Центральной Азии сейчас над этим работают. Мне кажется, и Россия могла бы принять в этом активное участие, заметил Келимбетов. Кроме того, по его оценкам, в перспективе возможен и выход в регион Южной Азии, после того, как стабилизируется ситуация в граничащем со странами Центральной Азии и Афганистане. А пока Казахстан начал переговоры с Росатомом по поводу возможного строительства АЭС в регионе. Отмечается, что республика планирует привлекать инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, но понимает, что пока это не заменит уголь полностью, и поэтому настаивает на том, чтобы центральноазиатские страны объединились по возможности с Россией, а там, возможно, и до Беларуси недалеко, и имели одно энергетическое пространство. Таким образом мы сможем помогать друг другу. Как противостоять вызовам транснационального характера? Только общими усилиями. А как вы относитесь к такой идее? Поддерживаете ли вы ее или думаете, что в принципе достаточно того, чтобы между собой объединились страны Центральной Азии, не включая при этом Россию? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.